На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Парламент Абхазии запретил ввоз, рекламу и оборот электронных сигарет, а также приватизацию стратегически важных объектов. Репортаж с первого заседания весенней сессии Народного собрания. Доступная и качественная медпомощь детям – приоритетное направление. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Будба проинспектировал работу детской республиканской больницы. Абхазская свадьба и корейский йогурт. В начале 90-х гости из Южной Кореи сняли в Гудаутском районе рекламу кисломолочных продуктов. Начнем с официальной информации. Президент Абхазии внес в парламент проект закона республики о некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента. Статья 1. Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента. Первое. Для целей настоящего закона некоммерческие организации могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента, если они получают денежные средства или иное имущество от иностранных источников, указанных в статье 5 настоящего закона, и участвуют в политической деятельности, осуществляемой на территории Республики Абхазия, в том числе в интересах иностранных источников. Второе. Некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента, может быть признана некоммерческая организация, созданная в любой организационно-правовой форме, предусмотренной законодательством Республики Абхазия и осуществляющая свою деятельность на территории Республики Абхазия. Третье. Некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента, не могут быть признаны: первое. Некоммерческие организации, созданные Республикой Абхазия и административно-территориальными единицами. Второе. Религиозные организации, зарегистрированные в установленном законом порядке. Третье. Политические партии, зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия. Четвертое. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия. Пятое. Созданные в соответствии с законодательством иностранных государств объединения этнических абхазов, Абаза, прямых потомков беженцев, покинувших историческую территорию проживания абхазов в результате русско-кавказской и русско-турецкой войн и других событий XIX века. Парламент Абхазии запретил ввоз, рекламу и оборот вейпов в республике, а также приватизацию стратегически важных объектов. А еще принял решение изымать оборудование для майнинга криптовалют вместе с трансформаторами. Депутаты приняли еще ряд важных решений. Обо всем в репортаже Марианны Котовой. 18 вопросов рассмотрели депутаты на первой весенней сессии парламента. Особенных дискуссий не возникло ни по одному из вопросов. Практически единогласно парламентарии приняли все рассматриваемые законопроекты, в том числе и о стратегических объектах. К стратегическим объектам в соответствии с перечнем, разработанным Кабинетом министров Республики Абхазия и утвержденным Народным собранием парламентом Республики Абхазия, относятся имущество, в том числе военная техника, оборудование, находящееся в оперативном управлении Министерства обороны Республики Абхазия, Службы государственной безопасности Республики Абхазия, Министерства внутренних дел Республики Абхазия, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия, Агентство правительственной связи Республики Абхазия, здания и помещения, используемые государственными органами Республики Абхазия, объекты оборонного производства, объекты энергетики, в том числе генерирующие установки мощностью свыше 5 мегаватт и передающие магистральные электролинии, магистральные линии связи, объекты связи, объекты системы организации воздушного движения, авиации, трассы обслуживания воздушного движения, воздушные линии, средства контроля и управления воздушным движением и взлетно-посадочные полосы, аэродромы, республиканские железные дороги, автомобильные дороги республиканского и местного значения, авто- и железнодорожные вокзалы, водохозяйственные сооружения, естественные озера, реки, коллекторы водохранилищ, водозаборы и водонасосные станции, имеющие общегосударственное значение, причалы, пристани, гидротехнические сооружения, маяки, световые сигналы, объекты организации здравоохранения, объекты, представляющие особую научную или культурную ценность, образовательные учреждения. К стратегическим объектам могут быть отнесены также и предприятия, имеющие стратегическое значение для государства.
В случае чрезвычайных ситуаций президент Республики Абхазия в целях обеспечения защиты национальных интересов, жизни и здоровья населения вправе вводить особый режим охраны, эксплуатации и обеспечения жизнедеятельности стратегических объектов, в том числе с использованием вооруженных сил Республики Абхазия. Стратегические объекты, находящиеся в государственной собственности, не подлежат передаче в собственность третьих лиц, а также иностранных государств. Земельные участки, на которых расположены стратегические объекты, не подлежат переводу из одной категории в другую. Не все депутаты согласились с тем, что закон фактически запрещает приватизацию крупных объектов, на содержание которых у государства в настоящее время нет достаточного количества финансовых средств. Да и министр юстиции предположил, что закон может вступить в противоречие с другими уже принятыми нормативными актами. Вызывает отдельные вопросы юридико-технического характера, связанные с тем, не существует ли в данном законопроекте определенных правовых коллизий, ну, например, в плане введения чрезвычайной ситуации президентом, насколько это коррелирует с законодательством о введении чрезвычайной ситуации. Отдельно встают вопросы, связанные с приданием приоритета норм данного законопроекта над другими законопроектами. Здесь, как правило, используется чуть-чуть другой юридический механизм, связанный с тем, что два одинаковых законопроекта имеют одинаковую юридическую силу. Ну, конечно, надо будет, технически надо будет посмотреть, не упремся мы здесь ли в коллизию, в том числе с учетом конкретных норм, их надо просмотреть. Согласно закону, список стратегических объектов будет формировать правительство, но, утверждает парламент, депутатов такое положение вещей устраивает. Будет ли парламент иметь возможность после того проекта, который направит Кабинет министров, вносить изменения, дополнения, если что-то будет вдруг не учтено или учтено будет не совсем логично, чтобы мы тоже имели возможность реагировать и принимать участие в формировании окончательного списка. Дмитрий Александрович, в принципе, проект закона предусматривает такую возможность, поэтому я поддерживаю со своей стороны и прошу коллег поддержать в первом, во втором и окончательном чтении. Единогласно депутаты запретили ввоз в Абхазию вейпов. С 1 марта нельзя будет привозить, продавать и рекламировать электронные сигареты. По словам Анара Гицба, который инициировал принятие запрета, закон направлен на защиту здоровья жителей Абхазии. И в парламент были обращения педагогического состава, родителей в школах, обратить внимание на то, что дети имеют беспрепятственный, по сути, доступ к приобретению этих устройств доставки никотина, так называемые вейпы. Соответствующий запрос мы направили в Министерство здравоохранения Республики, которое высказалось о крайне высоком риске заболеваний, различных заболеваний, в том числе очень тяжелых, и в целом, что вред чрезвычайно высокий от этих устройств. Запрет на вейпы мог вступить в силу и раньше, но, по словам спикера парламента Лаша Ашуба, депутаты пошли навстречу поставщикам и дилерам электронных сигарет. Были обращения людей, которые занимаются, завозом этого товара, и с учетом их обращений мы решили перенести срок до 1 марта 2024 года. Как вы знаете, мы еще в декабре обсуждали проект этого закона. Еще одно важное решение – разрешить конфисковывать аппараты для майнинга криптовалюты и трансформаторы, к которым они подключены. Депутаты согласились, что это упростит и придаст большую эффективность в борьбе с незаконной добычей криптовалюты. Просто так никто трансформатор не ставит, уважаемые коллеги. Иллюзий нет. Человек специально, который хочет иметь аппаратов больше 300, естественно, он ищет возможности. Я вам по практике говорю. Я говорю, человек, который в этом работал и знает. 800 метров силовой провод тянут для того, чтобы подключить трансформатор. С какой целью? Понимаете, в чем дело? Если у него даже есть оттуда куда-то еще идет ток, то если у него есть общая линия, то он специально все это делает для отключений. Я считаю, что если мы хотим бороться с этим, то мы должны обязательно конфискации, естественно, в первую очередь трансформатор. А по мнению депутата Вианура Бейбе, конфискованные трансформаторы можно передавать в пользование Черноморэнерго. И не будет у нас проблем, и как раз и трансформаторы будут в Черноморэнерго, появятся
И нужды не будет у людей покупать. Возможность давать не будем людям добывать криптовалюту за счет трансформаторов. Это самое главное, я думаю. Спикер Народного собрания Лаша Ашева поддержал идею о конфискации оборудования для майнинга, аргументировав это тем, что ситуация в энергетике заставляет идти на такие крайние меры. Большая доля дефицита электроэнергии связана именно с незаконной добычей криптовалюты. Поэтому мы идем на то, чтобы усилить эти нормы максимально. Надеемся на соответствующие органы, что они будут добросовестно все это исполнять. В первом чтении парламент принял проект жилищного кодекса Абхазии. Его автор, депутат Резу Зантари, уверен, что его необходимо принять, так как нормы, прописанные в действующем документе от 1981 года, совершенно устарели. Один из таких законопроектов, который в настоящее время практически руководствуется все жилищно-коммунальное хозяйство и все жилищный комплекс, это является Советский Союз. Нет ни одного кодекса, который можно было бы чем бы руководствоваться, и он сегодня изжил окончательно. На мой взгляд, независимое правовое государство Абхазии не может развиваться на основе тех законов, которые были приняты в советское время, так как этот кодекс изжил себя, не отражает действия и не регулирует насущные жилищные вопросы. В связи с чем существующая острая необходимость принятия нового кодекса, который будет соответствовать нашему закону и в полном объеме регулировать все жилищное законодательство. Я его держу в руках и хочу показать, какой он большой, объемный. И в нем практически мы смогли изложить все, что сегодня должно регулироваться. В проекте предусмотрено увеличение мер государственной поддержки в получении жилья, возможность приобретения недвижимости гражданами, которые отнесены к определенным категориям. Проектом жилищного кодекса предусмотрены различные формы дотации и льгот, а также возможность кредитования с 0% ставкой покупки жилья определенным категориям граждан. Одна из глав жилищного кодекса посвящена долевому строительству. В проект кодекса включена глава по регламентированию способов управления многоквартирными домами. Прописаны понятия жилищно-строительный кооператив, товарищество собственников жилья и прочее. Закон еще будет дорабатываться, так же, как и закон о госслужбе, принятый в первом чтении. Кроме того, депутаты включили в систему органов госбезопасности Центр специального назначения, переименовали пограничный отряд СГБ в Пограничное управление службы государственной безопасности и утвердили бюджеты фондов репатриации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Марьяна Котова, Инала Гухава, Саита Гухава, Абаза ТВ. 1 марта въехать и выехать из страны могут только по загранпаспорту гражданина России. Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю сообщает важную информацию, касающуюся въезда и выезда из России для тех россиян, у кого двойное или множественное гражданство. Важно помнить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона России от 28 апреля 2023 года о гражданстве Российской Федерации такие граждане рассматриваются Россией только как граждане Российской Федерации. Причем место их проживания не имеет никакого значения. И еще необходимо иметь в виду, в соответствии со статьей 6 Федерального закона России от 15 августа 1996 года о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию, лица с гражданством России выезжают из страны и выезжают в нее по действительным документам, которые удостоверяют личность гражданина России за ее границами. Пограничное управление настоятельно рекомендует следовать требованию закона. Въехать в страну лицам с двойным гражданством можно только по загранпаспорту гражданина России, как и выехать из нее. Кроме того, с 1 марта несовершеннолетние россияне из Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Южной Осетии, переходящие границу с Россией, по свидетельству о рождении должны предоставить один из документов, удостоверяющих наличие гражданства России: свидетельство о приобретении гражданства России по рождению, отметки о российском гражданстве в свидетельстве о рождении с печатью, иностранный документ с переводом на русский с отметкой, подтверждающей гражданство, паспорт родителя гражданина России, если в него внесены сведения о детях и заверены подписью должностного лица и печатью органа, ведающего делами о гражданстве России. Требует незамедлительных публичных объяснений и реагирования со стороны президента Аслана Бжания, секретаря Совета Безопасности Сергея Шамба, министра иностранных дел Инала Арзанба и председателя службы госбезопасности Республики Абхазия Тимура Ахиба в своем заявлении от 6 февраля республиканская общественная организация Айтгалара. В документе, в частности, отмечается: ответственно заявляем, что компетенцией этих людей и их прямой обязанностью является отстаивание законных интересов граждан Абхазии, как на ее суверенной территории,
так и за ее пределами, вне зависимости от политических предпочтений этих граждан. Дальнейшее молчание со стороны указанных деятелей только убедит нас в их прямой заинтересованности и причастности к организации провокаций в отношении граждан Абхазии на территории Российской Федерации. В противном случае намерены инициировать процедуры, предусмотренные Конституцией Республики Абхазия. Конец цитаты. Гражданский активист Джансу Хадлиба призвал на своей странице в социальных сетях собраться 7 февраля на площади Свободы, тем самым выразив протест властям и проводимой ими политике. Слово Элеоноре Гилаян. Абхазский гражданский активист Джансу Хадлиба призвал на своей странице в социальных сетях собраться 7 февраля на площади Свободы, тем самым выразив протест властям и проводимой ими политике. К полудню в среду 7 февраля на площади собрались несколько десятков человек. Говорили, ждут завершения заседания сессии парламента, чтобы высказаться. Это не распродажа, это не аукцион, чтобы нас распродавали. Никаких берегов не видят, никаких границ не видят. Мы оказываем, собираюсь оказать, я как оппозиционер собираюсь оказать яростное сопротивление властям. Хочу сказать, что свою жизнь не пожалеем для этого. У меня есть рядом такие друзья, братья, единомышленники, которые будут со мной рядом. Нас завтра, послезавтра будет еще. Мы соберемся и будем проявлять активность. Все те процессы, которые происходят, это против наших национальных интересов. Уважают лишь тех, кто способен себя защищать. С Российской Федерацией это дружественная страна, стратегический партнер с большим уважением. Но она тоже уважает лишь тех, кто способен себя уважать. Действующая власть не может проявить к себе уважение. Джансу Хадлиба считает, что власть воспринимает страну как собственную фирму, просчитывая прибыль. Надо называть вещи своими именами. Если хотят заниматься бизнесом, пускай идут бизнесмены, тоже уважаемые люди, занимаются непосредственно своим видом деятельности. Нам не нужны такие правители. Они ведут нас в пропасть. Предлагаю, ставлю ему ультиматум. Я и мои единомышленники, мы ставим ему ультиматум. В случае продажи электроэнергетики, в случае принятия закона об апартаментах, мы будем яростно противостоять этому. Среди поддержавших протестный порыв Джансу Хадлиба и ветераны войны, и представители молодежи. По мнению Адгура Ашуба, народные избранники должны осознавать свою ответственность не только перед избирателями сейчас, но и перед будущими поколениями и принимать решения, исходя из этого. Наш вектор устремлен не наверх, не куда-то в светлое будущее, а вниз. И поэтому сегодня люди, у которых душа болит, которые сердцем болеют за свою страну, высказывают здесь свои мнения и хотят, чтобы их страна, так как и вначале было задумано, процветала и шла вперед. Я повторю своими словами слова первого президента республики Владислава Григорьевича. Он тогда сказал так: «Самое страшное, надеюсь, мы прошли, но впереди нас ждет очень трудное». Вот это трудное, то, которое мы сегодня проживаем. На протяжении 30 лет мы ни на один шаг не приподнялись. Мы читаем в СМИ и видим по телевизору, по абхазскому, где-то там какие-то переговоры идут. И наши страны с Российской Федерацией динамично развиваются. Объясните мне, покажите, назовите мне одну отрасль, которая реально поднимается, которая реально сегодня находится в таком нормальном, которая стоит прочно на своих ногах. Покажите одну отрасль. Пусть это будет электроэнергия. Слушайте, 30 лет прошло, воды нету, света нету, дорог нету, ничего нету. Выразив надежду на понимание со стороны властимущих, собравшиеся разошлись, отметив, что могут собраться вновь в ближайшее время, если не будут услышаны. Элеонора Гилаян, Торник Амичба, Абаза ТВ.
Содействие развитию творческого потенциала молодежи Абхазии – одна из целей Союза творческой молодежи республики, презентация которого состоялась в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба. Организация была создана в Москве в ноябре 2023 года. Союз объединяет творческих, инициативных молодых соотечественников, студентов самых разных вузов по всему миру. Говоря о предыстории и задачах организации, дирижер из Абхазии, студент Московской государственной консерватории Барас Куджба, в частности, отметил. Нам, на самом деле, ничего нового придумывать не нужно было, так как наши старшие еще до войны создали прекрасное объединение. Да? Нодар Викторович Чанба был председателем этого объединения. Также, вот я вижу, старший участник Нукзар Логуа и другие участники. И мы сразу же обратились к Нодару Викторовичу, сказали ему о возрождении этого союза, что он принял и очень обрадовался, и он сидит сейчас здесь с нами. И это было в день Победы, 30 сентября. И когда мы собрались, мы после того, как вкусно поели, начали петь песни абхазские. И мы поняли, что наша сила нашего объединения заключается в фольклоре. На свадьбах мы включаем записи хора через колонки, да. А раньше это все делалось вживую. И главная задача нашего союза – возрождение абхазского фольклора. И тем самым мы занимаемся в том числе в рамках союза фольклорным днем, при поддержке в том числе московской абхазской диаспоры, нам предоставляют помещение. Мы собираем ребят не музыкантов, да, из других совершенно вузов и приобщаемся к фольклору. Вместе поем песни, танцуем не профессионально, любительски, так как это наши культурные коды, которые помогут нам сохраниться в наше время. Молодежи Абхазии смотрите в ближайших эфирах Абаза ТВ. По инициативе председателя благотворительного фонда «Асарки» Розеты Герман 7 февраля на площадке Общественной палаты состоялась встреча женщин-членов палаты с руководством и сотрудниками общественных организаций «Асарки», «Панорама», «Амч», Женский фонд развития, Викторией Рацба, Камой Аргун, Алисой Пачалия, Ланой Чкадо. На встрече участницы рассказали об итогах проведенного в 2023 году женского форума, о приоритетных направлениях деятельности их организаций в сфере защиты прав женщин и детей. В ходе беседы была достигнута договоренность о сотрудничестве и взаимодействии в решении общественно важных вопросов. 57 аппаратов для майнинга изъяли в селе Лыхны сотрудники СГБ и МВД по Гудаутскому району. По результату проведенной оперативной работы личность владельца незаконной фермы установлена, криптоферма демонтирована, а изъятые аппараты доставлены для хранения в отдел МВД. По факту незаконного подключения ведется проверка, составлен акт, сообщается на сайте администрации Гудаутского района. В селе Гума Сухумского района при осмотре охотничьего жилища сотрудниками АУР совместно с МОП ОВД по Сухумскому району обнаружено наркотическое средство в крупном размере и боеприпасы. Смотрите материал пресс-службы МВД. В селе Гума Сухумского района при осмотре охотничьего жилища Кикирнеева Геннадия Анатольевича 1968 года рождения сотрудниками уголовного розыска совместно с милицией общественной безопасности отдела внутренних дел по Сухумскому району обнаружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения, как установлено экспертами, наркотическим средством марихуана. Обнаружен полиэтиленовый пакет серого цвета содержимым веществом с специфическим запахом зеленого цвета, серо-зеленого цвета. Видите? Вижу. Что это было? Кому принадлежит данное вещество? В стеклянной банке под навесом хранились патроны калибра 7,62 мм. По данному факту в отношении гражданина Кикирнеева по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 223 и частью 1 статьей 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия возбуждено уголовное дело. Последнему предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере, а также боеприпасов. Геннадий Кикирнеев содержится под стражей. Расследование проводит следственная группа Сухумского РОВД.
Доступная и качественная медпомощь детям – приоритетное направление. Глава Минздрава Абхазии Эдуард Будба проинспектировал работу детской республиканской больницы. Он обсудил существующие в медучреждении проблемы и сложности. Министр здравоохранения Эдуард Будба провел выездное совещание в детской республиканской больнице. Инспекционная поездка в медучреждение была вызвана участившимися нареканиями в адрес работы больницы со стороны граждан. Министр Будба распорядился доложить о работе всех служб. Есть определенные сложности у нас здесь, есть определенные нарекания, в Минздрав обращаются люди. Надо эти вопросы нам сейчас здесь на месте отрегулировать. Это касательно, первое, лабораторной службы. Нам надо понять комплекс вопросов, которые мы говорили. Вы знаете, что первоначально мы начали с детской нашей больницы по оснащению оборудования эндоскопического и лабораторного, и другой ряд вопросов, которые здесь есть, но до конца эти вопросы пока не решены. Поэтому я сейчас специально сюда приехал, чтобы мы могли разобраться. Первый блок вопросов – это лабораторная диагностика, второй блок вопросов – это эндоскопическое оборудование хирургического плана, которое сегодня до конца не функционирует. Мне хочется спросить и у хирургов тоже, и у реаниматологов, какая ситуация, как мы ведем прием, как мы ведем диагностику, как работает оборудование, какие есть сложности. В ходе общения с врачами выяснилось, что на этапе инсталляции закупленного оборудования для хирургической службы возникли сложности технического характера. В этой связи оборудование задействовано не полностью. Министр поручил командировать профильных специалистов для введения приборов в эксплуатацию в кратчайшие сроки. Определенные недочеты выявлены в работе биохимической лаборатории учреждения. Министр Будба отметил важность оказания доступной и качественной помощи детям. Данное направление глава Минздрава назвал приоритетным. Реализацию вышеперечисленных мероприятий Эдуард Будба взял под личный контроль. Абхазская свадьба и корейский йогурт. Где связь? В начале 90-х гости из Южной Кореи сняли в Гудаутском районе рекламу йогурта. В съемках приняли участие корейские актеры и абхазские артисты. И если первые могли видеть результат своего труда по телевизору в Южной Корее, то вторые увидели его недавно, благодаря публикации в соцсетях. О том, как корейцы снимали рекламу в Абхазии, расскажет Надежда Боровикова. В конце 80-х Руслан Джопуа, Валерий Кураскуа и Тимур Кучуберия создали небольшую кинокомпанию «Атана». При поддержке фонда Сороса приобрели камеру и другую телевизионную технику, сделали первые съемки. Как вдруг раздался звонок, и Руслана Джопуа попросили помочь организовать визит делегации из Южной Кореи в Абхазию. Есть такой депутат, зам Предгосдумы России Отар Ионович Аршба, Тенго, как мы его называем. Он тогда в КГБ работал, и, значит, как-то он звонит мне и говорит, есть какая-то фирма из Южной Кореи, крупнейшая фирма, которая занимается производством йогуртов, женской косметики и прочее. Они хотят ролик снять про абхазских долгожителей, потому что вот они, мол, йогурт едят и поэтому долго живут. Значит, я сказал, мы сможем им все устроить. И он сказал, тогда встречаться с интуристом. Я с одним подполковником КГБ, который в интуристе работал, встретились. В общем, обо всем договорились. И сначала южнокорейцы прислали сюда команду из 4 человек. Режиссер был главный, с которым мы очень сдружились. Ну, творческие люди, они везде творческие люди. Первый визит был недолгим. Режиссер и еще несколько человек приехали подобрать локации. Их поселили на спортивной базе в Эшере и устроили турне по селам в поисках нужного для съемок двора. Такой двор нашелся в селе Дурипш. Мы ездили по Дурипшу, да, они уже спали, это днем было, потому что, ну, алкоголь и все такое. Вот. Им страшно понравилось здесь. Ну и, а я единственный трезвый был, потому что я за рулем. И проезжая, я увидел один двор, забыл фамилию, как вот это Слава Саканя, который нам очень сильно помогал. Он, значит, мы выбрали двор, я и вот этот Цольхан, который главный режиссер был, ему очень понравилось, и говорит, да, это подходит. Там несколько фотографий сделали и уехали.
Потом мы их проводили, и они сказали, что через дней 25-30 они прилетят уже большой бригадой съемочной. Слава Сака не успел договориться с хозяевами, что мы зайдем во двор там. Они хотели, чтобы свадьба была. Значит, к свадьбе я своего дядю покойного Квасту Чингелия попросил, чтобы хор долгожителей был там. Мы наняли еще гудаутский ансамбль там, в общем, бычка купил Слава, да, там, в общем, свадьбу сделали. Полную версию репортажа «Абхазская свадьба» и корейский йогурт смотрите после выпуска новостей. Жизни и творчеству основателя абхазской письменности и литературы Дмитрия Гулия посвящен конкурс Союза журналистов Абхазии в 2024 году. Работы к 150-летию народного поэта, прозаика, драматурга, историка и этнографа принимаются в 3 номинациях: печать, телевидение, информационные агентства и интернет-издания. В конкурсе могут участвовать работы, написанные с начала 2024 года. Заявки будут принимать до конца ноября. Поэт, прозаик, драматург, историк, этнограф, основоположник абхазской письменности и литературы Дмитрий Гулия родился 21 февраля 1874 года. 103 360 рублей было собрано на благотворительном концерте в поддержку Национальной картинной галереи, сообщает Минкульт Абхазии. В 2024 году будет восстановлен 2-й этаж Центрального выставочного зала Союза художников Республики, где будут храниться все уцелевшие после пожара картины. Абхазский государственный университет и Московский государственный университет имени Ломоносова связывают давние дружеские отношения, скрепленные договором о сотрудничестве. А совсем недавно, 25 января, в Москве был подписан документ об открытии Центра науки и образования МГУ при Абхазском госуниверситете. В рамках сотрудничества 2 университетов вот уже несколько лет подряд сотрудники географического факультета МГУ проводят в Абхазии научные экспедиции. Также здесь организовывают совместные с АГУ студенческие практики. В этом году практика проходит на территории пансионата «Солнечный», расположенного в 10 километрах от Пицунды в экзотическом ущелье Ряпш. Доктор географических наук, профессор, заведующий кафедрой геоморфологии и палеогеографии географического факультета Московского государственного университета Андрей Бредихин частый гость в Абхазии. Но сегодняшний его визит в республику связан с его научной деятельностью. Цели экспедиции – понять, как Абхазия сегодняшняя со всеми своими интересами экономическими, производственными, социальными, как возникли эти природные условия, когда возник Кавказ, как ведет себя побережье. Наши скромные научные работы, наш вклад вольется в эту такую большую реку совместных крупных работ, комплексных работ. И одной из составных частей будет наш геолого-географическо-экологический такой блок в работе этого центра. Подробнее о том, как проходит научная экспедиция, в нашем вечернем эфире в материале отдела информации и медиакоммуникаций АГУ. Спорт. С 16 по 18 февраля в селе Тамыш пройдет 3-й международный шахматный турнир «Абхазия Тамыш Village-2024». В рамках соревнования состоится 3 турнира. Турнир А – основной, турнир МД-8, участники 2016 года рождения и младше, МД-12, участники 2012 года рождения и младше. Турниры проводятся по правилам ФИДЕ, швейцарской системе и компьютерной жеребьевки. Главный судья 1-й категории республики Атар Хурхумал. Въезд в Рицинский парк открыт. На протяжении 2 дней сотрудники Рицинского реликтового национального парка ликвидировали в 4 местах сошедшие лавины. С использованием специализированной техники национального парка расчистили дорогу от поваленных деревьев, камней и снежной массы, говорится в сообщении на сайте парка. Сейчас о погоде. В
В четверг, 8 февраля, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами ночью возможен слабый дождь. Днем без осадков. В горах снег. Атмосферное давление повышенное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов тепла. Днем от 8 до 13. Температура морской воды 9 градусов. Волнение морской воды слабое и умеренное. Относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире.